Доброе утро. Ситуация у нас остается по-прежнему такой же стабильно напряженной, как и в предыдущие дни. За прошедшие сутки у нас зафиксировано 80 новых случаев. Всего по республике 2611 стало с начала коронавирусной инфекции. Из этих 80 69 это город Якутск. И по 4 случая это Алданский, Мегино-Кангаласский районы. Здесь надо сказать, что по городу Якутску мы последнюю неделю видим стабилизацию в районе 70 человек, заболевших каждые сутки, не более. Вот это обнадеживает. Вместе с тем хочу сказать, что многие решили, что вот только закрытие магазинов на выходные дни, остановка общественного транспорта – это только и решает вопрос. Но, к сожалению, еще раз хочу сказать, что ситуация еще далека до стабилизации по Якутску. Соответственно, и масочный режим, и ограничения по социальной дистанции надо соблюдать везде, не только в магазинах или в общественном транспорте. Поэтому я здесь прошу жителей города Якутска, да и вообще всех других наших населенных пунктов, где действует режим полной самоизоляции, вот эти вопросы никоим образом не забывать и их постоянно придерживаться. Конечно, есть усталость у людей, есть определенная уже даже, может быть, успокоенность, что вот сейчас все, мы уже на пике, и сейчас наплата, и сейчас болезнь начнет снижаться, но для того, чтобы это реально происходило, нам необходимо все-таки вот эти дни очень четко придерживаться всех норм социального дистанцирования и тех ограничительных мер, которые сейчас прописаны. При этом хочу сказать, что у нас, к сожалению, достаточно большое количество людей в тяжелом состоянии, 22 человека по республике, из них 2 на аппаратах искусственной вентиляции легких, и, к сожалению, у нас еще вот за последние сутки 1 летальный случай. Вот. И всего их у нас уже 15 окончательно подтвержденных случаев смерти людей от коронавирусной инфекции. К сожалению, практически все они – это наше старшее поколение, людям, которым за 65 лет с разными сопутствующими хроническими заболеваниями. Если говорить по другим районам, то в целом у нас такие горячие точки остаются такими же, как и прежде. Это у нас в первую очередь Намский район, где у нас 104 заболевших по 10 населенным пунктам района. Это у нас Мегино-Кангаласский район, Алданский, где подавляющее большинство заболевших. Это работники промышленных предприятий, работающие вахтовым образом. Вот. Но по всем ним принимаются меры оперативными штабами на местах, лечение идет нормально. Мы уверены, что эти очаги тоже в ближайшее время уже начнут локализовываться и показывать уже снижение количества заболевших. В целом, еще раз хочу сказать, что всем надо вот эти дни очень четко соблюдать все меры ограничительного характера. По Российской Федерации у нас ситуация сейчас неплохая. Мы видим, что количество заболевших у нас в республике стабильно, и сейчас коэффициент распространения инфекции, который должен быть меньше единицы, у нас в республике 0,8. И это уже держится последние 5 дней. Это, если говорить по Российской Федерации, 12-й показатель в стране, хороший результат. И если такая ситуация будет продолжаться до конца недели, если мы будем видеть не увеличение, а снижение количества заболевающих в сутки, то, конечно же, ряд уже ограничительных мер, начиная с 14 числа, можно будет снимать. Спасибо.